Наш читал когда-нибудь? Да, конечно. Ну, а вы наизусть еще знаете, да, эти? Знал, я сейчас не могу уже. Шарлат Крылец, Цимберман. Я в обкоме, когда чувашская делегация писателей приехала, Мгм. я их принимал, им прочитал наш спи на чувашском. Они опешили. Наизусть. Сами ведь много и не знали. Да. Это общая беда писателей, они друг друга не читают. Мгм. В общем, хороший был человек Яков Гаврилович, и хорошо, что его не забывают. Не забывают. Вот у нас сейчас, конечно, не в Бишбулякском районе, а Слакбаш раньше относился к Бишбуляку. Сейчас в Белебеевскому. Белебеевцы тоже не забывают. Потом мне же повезло. Я в 40 каком году, это 47-й, наверное, ну да. Весенний сев проводил в качестве уполномоченного райкома, райисполкома, был в Слакбаше. Вот это Атласов, по-моему, да? Про Атласов, вот, лейтенант или уполномоченный Атласов, да, у вас герой? У вас повести где-то есть это? Это у меня повесть. Автобиографический, да? Да. Я читал в журнале Ялов, там когда-то печаталось это на чешском языке. Вот Ялов тоже, у меня же эту Галию Львов переводил. Мгм. А этот Яков Горлов сказал, зачем ты ему отдал? Я говорю, я не отдавал, этот писатели сами взяли. Тот взял и перевел. И хотел он сам перевести. Мгм. Он же очень хорошо знал языки наши. Мгм. Он же работал в институте истории языка и литературы. Мгм. Ну, он что-то не успел. Я даже ему дал экземпляр на татарском. Мгм. Он в один из приездов мне привез обратно. Я говорю, сейчас не могу. В общем, я занят и так далее. И потом еще он побаливал. Неприятности у него всякие бывали. Мгм. Мы с ним на съездах, конечно, очень часто встречались. На каждом съезде. Я же участвовал на всех съездах российских и союзных писателей. Ну, в общем, и композиторов всех. Вот. А он на писательские съезды всегда приезжал. Хороший был. Хороший был мужик. Вот вы несколько раз говорили, сказали, вот хороший человек, хороший мужик, хороший... Вот, что именно, вот, если в деталях, в чем это проявлялось, вот, ну, в нескольких деталях? Как себя держал, как одевался, как говорил, как образ жизни, что в нем вот это, что значит хороший? Вот здесь что он мне написал-то? Это какой том интересный? Это второй. Вот первый, что там написано. Так, сейчас поглядим. Тагиру Ахунзянову, талантливому другу, весьма хорошему человеку. Яков Ухсай, 16 января 1984 года. Вот Ухсай не такой человек, чтобы каждому дарить такие слова. Это очень скупой на похвалу человек был. И я горжусь тем, что он меня назвал, во-первых, талантливым другом, во-вторых, он назвал весьма хорошим человеком. Это уже говорит, плохой человек не может сказать хороший о человеке. Даже вот Магдиев есть, Мухаммед, татарский писатель. Otlar atlamaz şimdi
Минасинга, синаминга, ятармахтамасинде. Это только умные, дорогие люди говорят хорошие слова. Он очень внимательный и очень понимающий, что ли, относился к нашим участиям в боях. Мне приходилось вот очень тяжелое время, 42-й год, эту штыковую атаку, ходил. Когда вот отдельные куски я ему рассказывал, он просто чуть не плакал, обнимал прямо. Он переживал так же, как я сам переживал. Вот этого Иванова, с которым мы за одним пулеметом лежали, он все хотел посмотреть, покажи мне, покажи, что за человек у тебя. Он, может, даже видел его, потому что Кайраты уже недалеко. Рядом. А тот был Иванов учителем, наверное, он его видел. К сожалению, сейчас его нет. Вот эта черта хорошая. Потом же, вот у меня отец был. Отец погиб на фронте. А еще совсем молодым учителем, я, как говорилось, вот у нас в Мусино бывал и с моим отцом чай, они бывало сидели, пили. И последние годы, когда уже вот 3 брата они погибли на фронте, и осталась в живых бабушка наша, это жена второго брата отца. Вот я, к сожалению, сдал все это в архив. Это очень хороший снимок этой женщины. Вот. У него же друг был, этот чувашский фотокорреспондент. Исаев. Исаев. Вот, тот делал. И у меня они сейчас еще искали, вот, есть разные бытовые снимки Урсая. Любил он. Хороший человек, хороших людей любил. Он простых людей любил. Не начальство. А с начальством он ругался только. Со мной он тоже ругался, как с начальством ведь. Это тоже черта его хорошая. Много таких вещей у него, которые характеризуют его как хорошего человека. Ну, он даже писатель, поэтому хороший. Тагир Исмагилович, вот его исключали из Союза писателей в 1937 году. И еще в 1971 году какой-то был вопрос. Вы не знаете, вот в 1971 году за что пытались или исключали его из Союза писателей? Пытались. А Прокофьев сказал, вот мы разбирались, все это клевета, все это его враги говорят, что Яков Гаврилович чист был и остается. Тагир Исмагилович, вот вы говорите, вот, начальство он ругал. Он как бы жил в народе, у него есть еще какое-то высказывание, да? Я был всегда в народе, я не выходил из народа. Вот где-то на съезде, на торжественном собрании в Москве, когда говорили, вот Яков Русай вышел из народа, такой, ну как говорили в то время, шаблон из фразы, и он вышел и говорит, я никогда не выходил из народа. Вот люди говорят, что вышли из народа, а я никогда не выходил, я был всегда в середине народа. Это на него похож. У меня же вот надо мной жил этот Адольф Андреевич Мурманский. Он и к нему ходил ругаться. Это не ругаться ходил. Он же по-дружески с нами говорил. Он горевал. Переживал. Он что-то хотел лучше сделать. Вот именно. Чему-то помочь, как-то сделать лучше, да? Решать какие-то вопросы. Именно поэтому. Это нам казалось, что он ругается. Он не ругается. Он нас воспитывал. Но это писатель.
Писатель такой и должен быть.